Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Самый молодой, но с вековым опытом. Вся деятельность университета направлена прежде всего на формирование технологического задела и в республике, и в Российской Федерации. Один из главных вузов и республики отметил 3-й день рождения. Что изменилось с момента объединения? В первую очередь у нас расширились компетенции. И мы изучаем кейсы и технологии теперь разных отраслей. Пришвартовали свои сердца в Уфе. Сразу видела такой красивая девочка и сразу думала, это моя, это будет моя. В честь предстоящего Дня народного единства расскажем о необычных многонациональных брачных союзах, которые обрели счастье на башкирской земле. Я собирался жениться с ней, я уже понял, что по-любому будет какие-то вещи, которые не будут как у нас. Вот, я был готов. Старт дан. Информировать вопросы, собирать и соответствующую работу провести. Чуть больше недели до прямой линии с главой Башкортостана. Федеральные эксперты говорят о мероприятии как эффективном способе решения застарелых проблем. У Ради Хабирова это хорошо получается. Почему? Потому что, наверное, сказывается и опыт и федерального уровня работы, и регионального, и полное владение ситуацией. Изменения в стоимости и системе оплаты. Это мера вынужденная, но она дает гарантированно человеку оставить автомобиль на платной парковке. В Уфе станет больше платных парковочных мест. Где и почему власти меняют схему расчета? На неделе в Башкортостане вновь были предупреждения о беспилотной опасности. Теперь в регионе начали внедрять новые способы оповещения об угрозе. Это СМС-сообщение, а также и специальное приложение о предупреждении угрозы, 112 экстренная помощь и МЧС России. Жителям рекомендуют их установить, чтобы быть в курсе надвигающихся угроз. О том, как противостоять участившимся атакам, говорили на выездном совещании секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Мероприятие в Нижнем Новгороде принимал участие Ради Хабиров. Особое внимание на совещании уделили рискам гибридных террористических атак, которые сочетают традиционные диверсионные методы с использованием информационных технологий и беспилотных систем. Глава Башкортостана доложил, что в регионе организовали системную работу по противодействию террористическим атакам. Мы видим, фиксируем, что из раза в раз количество атак увеличивается, вы сами это видите. Поэтому, в принципе, я доложил о том, что мы уже создали такую эшелонированную систему обороны, она такая глубокая, начиная с пассивной системы обороны, то есть это всевозможная защита, такая техническая защита наиболее ключевых критических узлов наших предприятий. Уже создана вместе с Министерством обороны достаточно активная система огневого поражения беспилотников, обнаружения, сопровождения. Ради Хабиров поздравил жителей республики с предстоящим Днем народного единства. В Башкортостане в мире и согласии проживают представители более 160 национальностей. Людям, которые внесли вклад в укрепление связей между народами, вручили госнаграды. Своим домом Башкортостан выбирают и иностранцы. Кого-то привела сюда учеба, работа, а кого-то любовь. И несмотря на разные языки, культуры и обычаи, они строят крепкие семьи и воспитывают детей. Их истории любви выслушала моя коллега Анастасия Чебаева. У тебя как зовут? Меня? Да. Девочка Рита, которая принцесса. А это что? Вот это что? Вот это такая штука, моя корона. Да еще и у родителей история любви как в сказке. Они повстречали друг друга в океане на огромном лайнере. Сразу видела такой красивая девочка и сразу думала, это моя, это будет моя. Эльвира и Ракеш работали в круизе. Он фотограф, она корпоративный тренер. И вот уже 10 лет их корабль любви пришвартован в Уфе. Семья воспитывает 3 детей и 1 детище. Кафе индийской кухни в центре города. Ракеш скучал по национальной еде, а найти в Башкортостане как дома было невозможно.
Не потому, что люблю Индию, полюбила Ракеша, а полюбила Индию из-за того, что Ракеша полюбил. Я люблю ее очень сильно, это моя любовь, поэтому все остальные какие-то проблемы, это все я не смотрю. Просто для нее я пришел. Ну ладно, холодно же было. Ну, немножко холодно. Сначала было 2 года, 3 года было холодно, потом я уже привык. Ради нее он променял плюс 25 зимой на минус 30. Свадьбу играли в Башкортостане. Пришло около 100 гостей. В Индии, говорит Ракеш, было бы в 5 раз больше. Прочитали никах, но поначалу родители обоих были в шоке. Язык другой, культура другой, все вообще наоборот. И как так можно? Ну, сначала говорили нет, и потом мы все равно... Я выиграл. Я выиграл, да. Близкие боялись. Разные языки, народы, религии. Но Эльвира покорила семью Ракеша, а он, в свою очередь, родителей супруги. Мама очень мудрую мысль такая рассказала о том, что вы можете начать замечать разности в ваших культурах. А можете хорошее видеть, да, в культурах друг друга. Больше культуры вам будет передавать детям, языков будете больше передавать. В мужа, наверное, гиперактивная. Слишком активная и с таким требовательным характером. Да. Согласны? Полностью. Воплощение их любви уже скоро отпразднуют 2 годика. Маленькая Мия дает жару родителям. 4 года назад Гаитан и Азиза познакомились на африканской вечеринке, которую организовывал ее будущий супруг. Различия в культурах Азиза ощутила еще на этапе конфетно-букетного периода. Даже не дарят цветы, потому что у них это не принято. Сейчас как цветы на праздники? На праздники, да, на день рождения. Он покорил ее своей поддержкой и мудростью, она внимательностью и заботой. Знакомство с мамой Азизы Гаитан не боялся. Из-за того, что я уже знал поведение моей жены, и у меня было такое ощущение, что может быть мама также. Чёша, да, говорит. Очень такое добрая. Сейчас Гаитан аспирант УГНТУ, преподает в университете на английском. Когда родилась дочка, его мама на год переехала к ним из Камеруна помогать с ребенком. Никто не был против. Наоборот, сказали, что вот, если ты готовишься с ней жениться, надо быть уверен, что это твой выбор, Гаитан. Потому что мы не хотим, чтобы ты ее что-то делал плохого. Я собирался жениться с ней, я уже понял, что по-любому будет какие-то вещи, которые не будут как у нас. Вот, я был готов. Башкортостан, Россия богат тем, что многонациональный. Наше главное богатство – дружба, единство. Чтобы продемонстрировать лишь часть национальных костюмов народности, проживающих в республике, потребовалось около 20 метров. Аяна Исамба Айдуб еще только знакомится с многообразием культур. С жителями Башкортостана они стали всего неделю назад. Приехали из Тувы работать в Иглино. Он в местном ДК, она библиотекарем. Развивать и изучать историю башкирского народа. Впечатления самые хорошие. Тепло. Главное, тепло здесь у вас. Это и про погоду, и про прием. Об отношениях между народами можно судить хотя бы по таким вот сценам. Встречи представителей разных диаспор. В советское время, помните, если стульев не хватало, соседей брали. Все это было. Вот это все передало в генном порядке, нам передалось все это. Дружба, оно естественно. Для нас, чеченцев, дружба это в первую очередь. Я уже более 50 лет живу здесь. Мои дети родились здесь. Ходят татарский, башкирский, школу владеем. Я сам владею. Когда настроение есть, даже пою. Бергина минутка, барсанда онутма. В зале Конгресс-холла не найдется пустого места. Из разных уголков республики приехали представители десятков национальностей. Белорусы, чуваши, марийцы, удмурты, туркмены, татары, русские, башкиры. Почти 2 минуты потребовалось бы, чтобы перечислить все народности, проживающие в регионе. Башкортостан уверенно движется вперед. Мы двигаем промышленность, реализуем крупные инвестиционные проекты. Работаем над улучшением социального самочувствия людей. Мы вносим важный вклад в укрепление оборонного щита нашей Родины. Только от нас с вами, дорогие друзья, и нашего единства зависит, будет ли наша республика и впредь процветающим и безопасным домом.
Глава региона вручил государственные награды людям, которые внесли свой вклад в единство народов. Среди них представители культурной сферы, руководители диаспор. Орден Салавата Юлаева вручен главному тренеру хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктору Козлову. А Вячеслав Стрижевский отмечен орденом Дружбы народов. В годы Великой Отечественной войны он вместе с родителями и братьями был эвакуирован в республику. Приехали и жили среди башкир, чувашка была у нас вот соседка. Татары. Я даже не знаю, кто они были по национальности. Но я знаю одно. Если бы не эти люди, мы бы не выжили. О крепком союзе национальностей можно судить хотя бы потому, как ежегодно православные мусульмане отмечают и Пасху, и Уразу. Представители около 160 национальностей проживают в Башкортостане, создавая своим многообразием неповторимый удивительный мир. Мир согласия и дружбы. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Роберт Улитбердин, Руслан Галямов. Итоги недели. Самый молодой, но с вековым опытом. Свой 3-й день рождения отметил Уфимский университет науки и технологии. Его основой стал старейший вуз республики Башгу, а также один из авиационных флагманов страны УГАТУ. Благодаря слиянию УУНИТ вошел в 5 крупнейших университетов. В УУНИТ обучаются свыше 50 тысяч российских студентов, в том числе выходцы из 60 стран мира. Об изменениях глазами самих учащихся и преподавателей в материале Артура Шамсудинова. Процветания, успехов, научной и образовательной деятельности. С днем рождения, УУНИТ! Открытый микрофон. Чем не повод выразить любовь родному университету? И студенты вовсю пользуются этой возможностью. Ведь именно на их глазах эти последние 3 года менялся вуз, а вместе с ним и сама система высшего образования республики. Диана Муракаева завершает 5-й курс. Поступала в УГАТУ, а вот диплом будет получать УНИТа, о чем ничуть не жалеет. Это не отразилось на качестве нашего обучения. Наоборот, в первую очередь у нас расширились компетенции. И мы изучаем кейсы и технологии теперь разных отраслей с уклоном на нефтегазовую промышленность. Это дает нам большую возможность для трудоустройства на разные предприятия. Новые лаборатории, кабинеты и даже факультеты. После слияния в рамках федерального проекта в университете создали передовую инженерную школу «Моторы будущего». Она решает глобальные научно-технологические задачи, например, создание гибридных силовых установок, беспилотных систем, электромобилей и даже аэротакси. То, что проектируется в университете, уже используется в быту. То есть, допустим, как пример, сделали недавно двигатель для трамвая ДАТ-72, который в Москве и в Питере уже больше 1000 штук. Университет сделал опытный образец, испытал, отправил заказчику. Готовый проект. И таких проектов у УНИТа уже за 3 года очень много. Со 2-го семестра студенты уже трудоустраиваются в университет, кто-то инженером, кто-то оператором, и уже может пощупать руками, собрать что-то, допустим. Внедрение разработок в практическую плоскость стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с крупнейшими индустриальными партнерами республики. Башкортостан вошел в число 14 регионов страны, где реализуется проект «Крылья Ростеха». Теоретические знания им дают в ВУЗе, а практические занятия проходят в опытно-конструкторском бюро «Мотор». Когда сказали, что мы будем объединяться, конечно, было страшно, многие боялись. Но мне кажется, это все к лучшему, потому что сейчас между факультетами как-то новая эра началась. А ведь изначально к слиянию многие отнеслись скептически. Были противники как со стороны классического Башгосуниверситета, так и в стане технического авиационного. Но власти пошли на этот рискованный шаг. И именно главе Башкортостана тогда пришлось убеждать студентов и преподавателей в необходимости объединения. Самое страшное, вот я как все-таки глава региона, чего боюсь, мы постепенно будем скатываться. Не потому, что мы плохие. Я никогда не скажу плохого слова о профессорско-преподавательском составе и обоих университетов. Потому что вперед нас будут убегать другие быстрее. Мы так быстро не сможем бежать. Это первое. Второе, очень существенный момент. Совершенно точно, я вам говорю, позиция правительства Российской Федерации, она такова. Выделяется базовое количество вузов, 100, да, вузов получается. Акцент идет туда. Мы туда не попадаем, мы со временем начинаем сокращать КЦП. Понимаете, что такое КЦП? То есть количество бюджетных мест будет сокращаться. Теперь же точно можно сказать, УНИТ оказался в федеральном приоритете. На развитие вуз уже получил суммарно сотни миллионов рублей. А еще университет вошел в 5 крупнейших в стране.
чем не повод для гордости. Ежегодно в нашем университете не менее чем 10% образовательных программ мы обновляем, пересматриваем, формируем новые. Поэтому это закономерный процесс. И сегодня, конечно же, наш университет, он работает в логике сформированных национальных проектов технологического лидерства. Вся деятельность университета направлена прежде всего на формирование технологического задела и в республике, и в Российской Федерации. Сегодня в самом молодом университете страны обучаются свыше 50 тысяч студентов. Именно УНИ стал лидером приема абитуриентов в этом году. Благодаря участию университета в программе «Приоритет-2030» мы смогли приобрести достаточно много научного оборудования. И здесь начались такие взаимосвязанные процессы. Да? То есть мы купили оборудование, начали лучше и интереснее выполнять научно-исследовательские работы. К этому начали больше подключаться студенты, и это вызвало интерес у абитуриентов. Уфимский университет науки и технологий объединяет 6 филиалов по всей республике. Некоторые из них в этом году отпраздновали юбилеи. На неделе, например, торжества прошли в Нефтекамске, учебное подразделение которого отметило 25-летие. Чуть ранее чествовали Стерлитамакский филиал, которому 85. И это только подчеркивает, что за трехлетием объединенного вуза стоят вековые традиции высшего образования региона. Артур Шамсудинов и Артур Хуснудинов. Итоги недели. Задача активнее работать с молодежью. Именно об этом говорили на заседании наблюдательного совета регионального отделения Всероссийского общества знания с участием Радия Хабирова. С каждым годом число участников просветительских событий только растет. Их с начала 2025-го в Башкортостане посетили свыше 50 тысяч человек. Это встречи с учеными, известными деятелями культуры и искусства, ветеранами боевых действий, а также различные мастер-классы. Тему продолжит Даниил Байков. Около 500 лет стажа. Именно столько в общей сумме трудятся представители педагогической династии Аллы Ивановой. Долгие годы она преподает в вузах методику обучения технических дисциплин, а также психологию. Занимается патриотическим воспитанием. Ездит как лектор по республике от Всероссийского общества знания. Это не обучение на экзамен, чтобы сдать зачет и так далее, а это именно просвещение людей, просвещение нашего населения. Был период бездействия, когда мы об этом не говорили. Но сейчас мы понимаем, что просвещать должны не то чтобы специально обученные люди, но люди, которые любят свою страну. Рассказывать о героях настоящего и прошлого, достижениях и прорывах в науке, а также в области культуры и искусства. Об этом говорили на заседании наблюдательного совета регионального отделения Всероссийского общества знания. Радий Хабиров подчеркнул, в условиях информационной войны необходимо активнее работать с молодежью. И для того, чтобы, соответственно, заинтересовать молодежь, подача информации, подготовленность к подаче информации, порядок проведения информации, порядок вообще встреч с молодежью должен быть глубоко интеллектуально продуманным. Наша задача выстроить такую полную инфраструктуру силами общества знания Республики Башкортостан. Мы можем, соответственно, обеспечить проведение лекций, проведение каких-то просветительских мероприятий на всей территории Республики Башкортостан. С каждым годом число участников просветительских событий только растет. Их с начала 2025-го в Башкортостане посетили свыше 50 тысяч человек. Регион занял первое место среди субъектов страны по количеству выигранных грантов по линии конкурса родительских инициатив. Однако этого недостаточно, уверены эксперты. Масштабирование нашей деятельности, помощь нашим жителям республики активнее участвовать в федеральных проектах, заявлять о своих талантах, о своих достижениях. Также стремимся организовывать просветительские лекции во всех уголках нашей республики, а не только в Уфе. Участники заседания предлагали активнее в регионе проводить выездные лекции в районах республики и вживую общаться с населением. Всегда с личного примера все начинается. Раз уж я ввязался, вот я становлюсь лектором, так? Я пройду верификацию, и за мной какая-то люди, которые в состоянии читать там, и к этому имеют определенное и желание и способности. Хорошо, прям на слайде блок-схему. Да, вот, чтобы расшириться. Мы с этого начнем сами. Я не скажу, что каждую неделю будем читать, но 2 раза в год я вполне смогу. Как другие, может, почаще.
По итогам встречи глава Башкортостана поручил охватить просветительской работой все вузы и СУЗы. Помимо молодежи, активно работать и с пожилыми по программе «Башкирское долголетие». А существующие площадки в населенных пунктах использовать как лектории и места для встреч. Даниил Байков, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. На неделе начался прием вопросов на прямую линию с главой Башкортостана. Она состоится 11 ноября. Ради Хабиров традиционно ответит на обращения жителей республики, а также журналистов в студии. Формат в этом году будет совмещенным, как и в прошлый раз. Как подготовить свой вопрос и что изменилось в жизни тех, кто пообщался с главой во время предыдущей прямой линии, расскажем далее. Сейчас все отлично, все ровно, гладко, как бы по уровню. А ведь всего год назад улица Мичурина в селе Кушнаренково, по которой каждый день ездят школьные автобусы, была в колдобинах и с разбитым асфальтом. Расима Ахмедзянова, мама двоих детей, решила рассказать о проблеме главе Башкортостана. Уже к началу нынешнего учебного сезона дорогу к знаниям привели в порядок. Даже не думала, что его примут во внимание, а над ним так быстро отреагировали над этим вопросом. И хочу поблагодарить главу республики за то, что он проводит такие прямые линии. Именно дороги были на первом месте по обращениям на прямую линию. В первой пятерке также вопросы по темам ЖКХ, образованию, здравоохранению и благоустройству. В Благовещенске, например, жительница Алена Ковина пожаловалась на плохое освещение перекрестка улиц Комарова и Седова, по которому водят малышей в детский сад. В сентябре администрация установила дополнительные опоры освещения. Будем ждать, когда будет уже такое темное время суток, и мы уже заметим все улучшения. И переходить будет намного комфортнее, светлее и удобнее. В прошлом году на прямую линию поступило 9,5 тысяч обращений. Почти половина была озвучена в соцсетях. Конечно, непосредственно на трансляции Ради Хабиров ответил лишь на 100-ю часть из них. Впрочем, ни одна проблема после таких мероприятий не остается без внимания. Глава Башкортостана каждый раз ставит задачу руководителям на местах отработать каждый вопрос жителей. Преимущество и сила подобного рода прямых линий в том, что вот действительно сложные закоренелые вопросы обязаны будут либо решены, либо быть рассмотрены в случае, если они озвучиваются в рамках подобного рода мероприятий и трансформируются в указы или в поручения главы, которые тоже раздаются по итогам этих самых прямых линий. Да? Ну и плюс власть берет на себя публичные обязательства по решению этих вопросов. Инициатором проведения подобного формата общения, безусловно, стал президент страны. По его поручению прямые линии стали организовывать в регионах. Надо сказать, что вот традиционно глава Башкортостана Ради Хабиров достаточно динамично всегда проводит линии. Я периодически слежу не только за ним, но и за другими главами регионов. Там неровно, там по-разному. Но вот у Ради Хабирова это хорошо получается. Почему? Потому что, наверное, сказывается и опыт и федерального уровня работы, и регионального, и полное владение ситуацией. Эффективность формата не раз отмечала глава Башкортостана, для которого это будет уже 7-я по счету прямая линия. Надо информировать, вопросы собирать и соответствующую работу провести. Поэтому так, как правило, она где-то в районе 4 часов у нас проходит. И там еще тысячи вопросов остаются неотвеченными. Мы как-то берем их в работу, конечно. Задать вопрос на прямую линию можно с помощью чат-ботов в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и национальном мессенджере Макс, а также в специальном разделе на сайте главы Башкортостана и через сервис «Госуслуги решаем вместе». Можно отправить как текстовый запрос, так и видеообращение. К видео есть ряд рекомендаций. Одной из них – держать камеру не вертикально, а горизонтально. Вначале нужно представиться, назвать населенный пункт и лишь затем задать вопрос. Важно, чтобы было отчетливо видно лицо и не было посторонних шумов. Снимать нужно единым планом, без монтажа, но в конце обязательно добавить, что это вопрос для прямой линии с главой Башкортостана. Общая длительность не более 1 минуты. Если текстовые вопросы принимаются на прямую линию вплоть до ее окончания, то видеозапросы до 19:00 10 ноября. То есть не позднее, чем за сутки до начала мероприятия, трансляцию которого можно будет посмотреть на телеканале БСТ. Артуш Мусудинов, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Свой авторский взгляд на тему прямой линии главы Башкортостана дал ему коллега Руслан Шарафудинов. Предлагаю посмотреть рубрику «Между нами». Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами».
Еще 10 дней остается до одного из главных общественно-политических событий года – прямой линии Радия Хабирова, которая состоится 11 ноября. И у вас есть реальная возможность задать свой вопрос в формате видео, текста или телефонного звонка. Как это сделать, подробно расписано в инструкции, которая сейчас идет из каждого утюга. Между нами прямая линия с первым лицом региона – это как кардиограмма нашей общей жизни. И самый прямой и короткий путь довести до населения позицию первого лица по основным темам – глобальным, актуальным и фонящим. Диапазон самый широкий – поддержка и участие Башкирии в специальной военной операции, защита территории республики от беспилотной угрозы, социально-экономическое развитие, достижения и проблемы, дороги и жилищно-коммунальная готовность к зиме, тарифы и общественный транспорт, Салават Юлаев, памятник и хоккей, школьное питание и сельские ФАПы, лекарства и экология, что происходит с Башкиравтодором и кадровая политика, культура и образование, почему бюджет должен быть дефицитным и что нас ждет уже в следующем году. Тысячи вопросов, что сегодня волнует жителей республики. Все наше бытие, спрессованное в несколько часов прямого разговора по чесноку. Хабиров всегда отвечает максимально откровенно, от сложных и даже неприятных тем не увиливает и невыполнимых обещаний не дает. Прямой эфир – это всегда здесь и сейчас, без права на дубль. Да, не решит нам всех проблем, тем более сразу и не сходя с места. Так никто этого и не обещает. За несколько часов прямого общения на все вопросы не ответишь, нельзя объять необъятное. Но надо понимать, что все они берутся в работу, исполнение на контроль, и вы получите обязательный ответ. В прошлом году на прямую линию с главой Башкирии поступило более 9 тысяч обращений и вопросов. Год от года их число увеличивается, и о чем это говорит? Что доверие к такому формату общения растет. Люди верят, что их обращение поможет решить вопрос. Многие из них, конечно, главам муниципальных образований и ведомств надо решать на месте, не дожидаясь прямого эфира и личных указаний главы. Но таковы уж наши реалии, что главную надежду люди возлагают на первое лицо и ручное управление. Ямы на дороге, пишу Хабирову. Не горит фонарь на сельской улице, куда смотрит правительство. Мусор не вывозит вовремя, чем там вообще Белый дом занимается. Конечно, власть должна нести ответственность, но у каждой проблемы, ямы или фонаря есть свой уровень ответственности, а также фамилия и должность. В этом и ценность прямой линии. Это как большой пазл нашей жизни, собранный в одно время и в одном месте из разных тем и вопросов. Видна вся картина по республике, где сбоит, где болит, где нужно резать или можно обойтись мягкой терапией. Так что пишите и звоните, вас обязательно услышат. До свидания. В эфире была рубрика «Между нами» и Руслан Шарафудинов. Берегите себя и своих близких, все будет хорошо. В Башкортостане стартовал второй образовательный модуль для участников кадровой программы «Герой Башкортостана». Если на первом треке бойцы изучали лучшие управленческие практики и проходили стажировку под руководством опытных наставников, то теперь им предстоит глубже погрузиться в тему экономики и финансов. Это те знания, которые точно пригодятся в будущей работе. Лекции прочитают лучшие преподаватели, а практическим опытом поделятся руководители органов госвласти, муниципалитетов, крупных организаций. Задача участников проекта – внимательно слушать, впитывать новую информацию, наращивать компетенции. Как отметил глава региона, те, кто защищал родину на поле боя, теперь они также самоотверженно будут работать на благо республики. Глава республики Башкирии Ради Фаридович Хабиров и Москва утвердили меня на должность замглавы администрации Белорусского района. Сейчас жду назначения. У меня есть пару идей, пару проектов, но надеюсь, все это получится. И будем работать во благо Отечества Родины. Хочу улучшить ее положение и вывести ее в лидерские позиции. Я там вырос, родился и знаю все минусы, плюсы нашего района.
Свыше 2000 желающих из более чем 40 регионов. По числу поданных заявок на проект Башкортостан занял первое место в стране. Это говорит о востребованности программы и готовности применить свой боевой опыт в мирной жизни во благо республики. Все этапы обучения взаимосвязаны между собой. Им расскажут, какие решения помогают развивать республику и как правильно распоряжаться ресурсами. Эффективность работы органов государственной власти и муниципальной власти зависит от их управленческой эффективности, направлена на эффективное использование бюджетных средств. У нас в программе участвуют и министры, и заместители министров, руководители управления органов государственной и муниципальной власти. Плюс, конечно же, ученые, эксперты, известные в республике. Наши журналисты активно освещают тему спецопераций, и эти работы находят отклик на всероссийском уровне. Авторы и ведущие специальных проектов на радио Юлдаша и телеканале БСТ Гузель Сиддикова победила на конкурсе премии региональной журналистики имени Бориса Максудова. Жюри отметили ее радиопроекты журналисты СВО. Это история о наших военкорах Азате Садрееве и Айнуре Кабирове, которые передавали башкирским бойцам гостинцы с малой родины в ходе атак дронов. Гузель Сиддикова стала одной из 6 победителей конкурса, получивших статуэтку от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Были также лауреаты, которым вручили дипломы. В их число вошла еще одна наша коллега Гузель Хамитова за цикл «Письма солдатам». Конкуренция была нешуточная. 358 авторов из 44 регионов России. Отмечу, что конкурс имени Бориса Максудова – самая большая журналистская творческая площадка в стране, посвященная теме СВО и жизни новых регионов. В Уфе станет больше платных парковочных мест. Планируется, что уже в 2026 году их количество увеличится до 3500. Также не исключено, что из-за высокой загруженности на отдельных участках возрастет и стоимость паркинга. Меняется и система оплаты. Подробнее о нововведениях расскажет Анна Морозова. Ездим по первому маршруту. Первый маршрут входит улица Чернышевская, Коммунистическая. Исторический центр Уфы, говорит Олег Сазонов, всегда был и остается загруженной частью города. Места немного, а вот желающих припарковаться хоть отбавляй. С появлением платных стоянок транспортная ситуация заметно улучшилась, но без нарушений не обходится. Регистрирует их специальная машина, оснащенная системой фото и видеофиксации. Монитор снимает в автоматическом режиме, ловит связь со спутниками. И все, идет съемка. Так, в течение дня водитель-контролер наматывает круги по намеченному маршруту. Затем данные поступают в учреждения по благоустройству и содержанию автопарковочных мест, где и выявляют нарушителей. Штраф за неуплату стоянки 1500 рублей. Но что делать, если внести платеж не удается из-за участившихся ограничений мобильного интернета? Именно этим вопросом чаще всего задаются уфимцы. Мы рекомендуем пользоваться приложением Горпарковки, а также сайтом парковочного пространства города Уфы, которые предлагают способ оплаты, позволяющий оплатить ту парковку, которую человек совершал в течение дня в удобное для него время до конца тех суток, когда он парковался. Воспользоваться способом оплаты, который называется постоплата. Также уже месяц в Уфе в тестовом режиме работает сервис по предоставлению бесплатной точки доступа в интернет. Wi-Fi для оплаты парковки запустили в составе умной остановки перед ГКЗ «Башкортостан». Сигнал распространяется в обе стороны по улице Ленина в радиусе 500 метров. В целом, как отмечают разработчики, проект стремительно развивается. Уже в 2026-м количество платных парковочных мест увеличится до 3500. Связано это в первую очередь с высокой загруженностью на отдельных участках. Спрос на платные стоянки вырос с началом учебного года. Планируем расширение зоны платной парковки. И будем наблюдать за тем, как будет осуществляться перераспределение. То есть, если после расширения платной парковки мы опять вернемся к показателю 15-20% процентов свободных мест, то, в принципе, значит, что у нас при текущей цене все работает нормально. Если же на каких-то участках у нас все-таки будут парковки заполнены, мы просто вынуждены будем поднять цену до той планки, чтобы опять вернуться к показателю
запланированных свободных мест. Это мера вынужденная, но она дает гарантированно человеку оставить автомобиль на платной парковке. Сейчас в городе действует больше 1000 мест платной стоянки. Машины уфимцы оставляют в среднем на 1-2 часа. Новость о возможном повышении цен автолюбителей не сильно обрадовала. Но отказываться от услуги они не собираются. Преимуществ все-таки больше. В данный момент проще, потому что иногда вот бывает, я заезжаю на 10 минут на какие-то объекты, по работе получается, и я просто ставлю машину, есть свободные места, раньше их не было, так как бесплатно все ставили. По сути, платные парковки так-то удобные, если сравнивать с обычными, то там мест побольше, и поудобнее. Но насчет цен, конечно, если на целый день ставить, то там, дороговато выходит, когда студенты. Стоит отметить, что в будни с 9 вечера до 7 утра, а также в выходные и праздники стоянка бесплатная. Ненадолго оставить автомобиль можно и в обычный день. Узнать место платной парковки несложно. На асфальте синяя разметка, а рядом соответствующий указатель. Кстати, они бывают двух видов. 101, как здесь, и 102. 101 показывает, что на данном месте парковаться бесплатно можно не более чем 20 минут. А вот 102 говорит о том, что рядом находятся социальные и муниципальные объекты. А значит, стоять на этом месте можно целый час. Платные парковки в Уфе появились этим летом, однако некоторые автолюбители до сих пор испытывают трудности. Для решения той или иной проблемы можно обратиться в колл-центр по номеру, который указан на экране. Анна Морозова и Артур Хуснуддинов. Итоги недели. В ноябре вступят в силу новшества в разных сферах жизни россиян. Некоторым категориям пенсионеров повысят пенсию, а долги по налогам будут взыскивать по-новому. Кроме того, отныне у жителей страны будет лимит на количество оформленных сим-карт. Подробности у Эмили Басареева. Теперь жителям страны запрещено оформлять более 20 сим-карт, причем эта цифра суммарно у всех операторов связи вместе. При превышении лимита симки будут отключать. Проверить, сколько их уже оформлено, можно через госуслуги. Это один из способов борьбы с мошенниками, жертвами которых, как правило, становятся пенсионеры. Для пожилых, к слову, с 1 ноября также есть ряд нововведений касаемо получения пенсий. Соцфонд проведет плановую индексацию для тех, кому исполнилось 80, а также для инвалидов первой группы и ветеранов ряда отраслей. Основные выплаты уже пришли на счета 1 ноября. Ежемесячно на выплату пенсии отделением Социального фонда по Башкортостану направляется более 26 миллиардов рублей только на выплату пенсии, а в целом более 30 миллиардов рублей на выплату всех социальных выплат. Ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет семьи получат в привычную дату 5 ноября. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам будет выплачено чуть раньше, 7 ноября. Федеральная налоговая служба теперь сможет взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке. Речь про налоги на доходы физлиц, на имущество, на профессиональный доход, земельные и транспортные налоги, а также пени и штрафы. Другое нововведение коснется долгов умершего человека. Отныне нотариусы обязаны будут запрашивать информацию о непогашенных финансовых обязательствах покойного в течение 3 дней с момента открытия наследственного дела, а после сообщить об этом родственникам до вступления в наследство. Ты никогда не знаешь, какой был объем кредитных обязательств у умершего, а наследники их обязаны погасить. И такая ситуация, она реально и часто случающаяся, когда с учетом всех расходов дополнительных получится в итоге, что наследство оказалось более дорогим. То есть человек ничего в итоге не приобретает, принимая это наследство, а несет еще и расходы сверх того. Такие ситуации больше возникать не будут. За неустраненные нарушения перед отопительным сезоном теперь будут штрафовать. Поправки касаются местных властей, ресурсоснабжающих организаций, концессионеров и управляющих компаний. Для юрлиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных от 5 до 10. При повторном нарушении сумма может вырасти. Меры приняты для того, чтобы ответственные за тепло организации и структуры более добросовестно относились к своим обязанностям. К слову, оштрафовать могут и жильца, если его действия или бездействие влекут срыв своевременной подачи тепла в дом. Эмиль Басареев. Итоги недели. Уфимский Салават Юлаев сегодня на домашнем льду принимал действующего обладателя Кубка Гагарина Ярославский «Локомотив».
В результате со счетом 4-1 победу одержали гости турнира. К этой встрече юлаевцы подходили на серии из 5 побед подряд. При этом команда не только демонстрирует уверенную игру, но и улучшает свой состав. О последних результатах на льду и громких переходах за его пределами в сюжете Артема Кочешева. Команда, которая приучила к поражениям на старте чемпионата, преображается на глазах. Дома Салават Юлаев дважды просто не заметил сопротивления «Адмирала» из Владивостока 6-1 и 5-0. Ранее не смогли ничего противопоставить команде Виктора Козлова «Трактор Сибири Нефтехимик». Уфимский коллектив в хорошей форме, несмотря на эпидемию травм и отсутствие необходимого опыта у молодых игроков, которые составляют костяк команды. Все, наверное, видят контуры только сейчас, когда результат стал появляться, а мы контуры уже намного раньше замечали, потому что и рисунок игры был, и картинка, и система, просто какие-то гаечки и детали не работали, и плюс много новых ребят, которым нужно было вкатиться, втянуться, почувствовать себя. Нескольких игроков в составе Салавата необходимо отметить отдельно. Надежную игру в воротах демонстрирует Семен Визовой. Молодой вратарь вытеснил из состава Александра Самонова, который покинет Уфу. Ему на смену уже пришел новичок Илья Коновалов. Заметную роль играет молодой нападающий Александр Жаровский, который уверенно действует не только в равных составах, но и в большинстве. 18-летний форвард был признан лигой лучшим новичком месяца. Пошла игра, так сказать. Начались с победы, и, надеюсь, будет продолжаться все дальше и дальше. Командам огромные молодцы, и, надеюсь, так и будет продолжаться. Если на льду царит стабильность, то за кулисами кипит работа. Главная новость, которая вызвала ажиотаж всей хоккейной общественности – успешное завершение переговоров с нападающим Шелдоном Рэмпелом. Контракт с форвардом подписан и рассчитан до конца сезона. Рэмпел станет серьезным усилением для первой тройки Салавата, где играть ему предстоит со своим старым товарищем Девином Брассо, еще одним игроком, которого Салават Юлаев подписал совсем недавно. Я невероятно счастлив, что Рэмпел станет частью Салавата Юлаева. Я 6 лет играл с ним в одном звене. Мы были соседями по комнате. Он мой лучший друг. Это очень здорово, что он вернулся. Все очень взволнованы. Мы знаем, насколько он хороший игрок. Он нам поможет. Летом лучший бомбардир Кубка Гагарина уехал за океан и присоединился к Вашингтону, но там не задержался. Интерес к Рэмпелу проявлял Казанский Акбарс и другие ведущие клубы лиги. На фоне финансовых трудностей, с которыми столкнулся уфимский клуб, этот переход стал настоящей сенсацией. Салават, наверное, в общем-то, изначально обозначал, что как минимум за плей-офф команда собирается бороться, и рассчитывали на какие-то все-таки приобретения до дедлайна. Так что, это приобретение, конечно, для болельщиков, наверное, достаточно неожиданно, хотя Шелдон летом, я так понимаю, говорил, что ему здесь все нравится, и если он будет играть в КХЛ, то, скорее всего, вернется в Салават Юлаев. Так и получилось. Салават Юлаев демонстрирует мощную игру на льду и не менее впечатляюще действует на трансферном рынке. Комбинация из текущей стабильности и перспективных приобретений вселяет уверенность, что уфимских болельщиков ждет яркое и богатое на победы продолжение сезона. Артем Кочешев, Юлия Паршина, Владислав Минязев. Итоги недели. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До свидания.